День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Ледоход на реке Лени проходит по территории Ленского района. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Реализация мастер-планов, научные разработки и туристический потенциал. В Якутию с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. На самом деле мы видим, как Дальний Восток меняется, появляются новые индустриальные проекты, создаются новые производства. Но то, на что направлен этот проект, то, что президент акцентировал, когда запускал этот проект, это, конечно, повышение качества жизни в ключевых населенных пунктах Дальнего Востока. На этой неделе вся страна отмечала День Великой Победы. Расскажем, как прошел праздник в Якутске. Всех участников парада поздравляю с Днем Великой Победы. Желаю успеха в работе. Все силы способны создать на дальнейшее процветание родной Якутской Республики. Якутские спортсмены готовятся к началу футбольного сезона. В этом году в играх юношеской футбольной лиги примут участие сразу две команды. Подготовка идет ходом. Мы уже набираем пиковую форму. Хорошо отыграли на сборах против Уссурийска, Находки. Но в целом уже готовы к сезону. В этом на оборону в целом настроились. В том году была не очень хорошая оборона, в этом мы ее потянули. Старейший театр на Дальнем Востоке отмечает очередную значимую дату. Драмтеатру имени Пушкина исполняется 132 года. Я учился на бухгалтерском отделении, отучился почти первый курс и в какой-то момент просто осознал, что я не могу. Физически не могу здесь находиться и отчислился с этого университета. И потом, увидев объявление о наборе в театральную студию, я решил попробовать. Пришел, меня взяли, и вот с тех пор моя жизнь очень тесно связана с театром. Ледоход на реке Лени проходит на территории Ленского района. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Сегодня в 5:40 утра зафиксированы подвижки льда вблизи города. Подъем уровня воды за сутки составил 214 сантиметров. Нижняя кромка ледохода в 20 километрах ниже населенного пункта Крестовский, верхняя у Витима. Также подвижки льда отмечаются в населенных пунктах Мурья и Батамай. Тем временем в районе работает межведомственная группа. Она следит за прохождением весеннего половодья. Ежедневно ее представители выезжают на осмотр реки как в районе города, так и в поселках и на слегах района. С подробностями наши ленские коллеги. Все превентивные мероприятия по подготовке к прохождению паводка в Ленском районе были проведены в срок. 8 мая прилетела межведомственная рабочая группа по безопасному пропуску паводковых вод. Она работает на территории района. Сегодня находятся в работе все гидропосты. Их на территории района 10. 5 постоянных и столько же временных. Заблаговременно проведено чернение на паводкоопасных участках по реке Лена и Нюя. Подготовлены пункты временного размещения. Они оснащены всем необходимым оборудованием и материалами. Заключены договора на поставку продуктов питания. В каждом муниципальном образовании создан резерв материальных ресурсов. В каждом муниципальном образовании имеется пункт временного размещения граждан, где укомплектован всем необходимым оборудованием, имуществами, материальными, постельными принадлежностями. Значит, всего в муниципальном образовании Ленский район 23 таких пунктов временного размещения. Значит, заключены договора на поставку продуктов питания, медикаментов. В Ленске это 4 ПВР, это спортивный зал «Карат», детский сад «Лучик», лыжная база и аэропорт. Значит, всего вместимость ПВР в городе Ленске 900 человек. До места эвакуации ленчан в случае чрезвычайной ситуации будут доставлять автобусы. Их планируется выпустить на линию 10 единиц. Также определены места для сбора жителей. Маршруты и схемы перевозки людей тоже отработаны. За каждым транспортным средством закреплен дежурный водитель. Определены и места для отгона скота. Заготовлен корм. Именно в список подтопляльных зон входит 8 муниципальных образований. Это 11 поселений. В этих 11 поселениях у нас на сегодняшний день числится 828 крупнорогатого скота и 447 лошадей.
от зоны, имею в виду от хозяйств до временного содержания у нас в среднем 2-3 километра по отгону скота. Вот. Остаток кормов на сегодняшний день у нас 800 тонн сена, 400 тонн силоса и 120 тонн комбинированных кормов. Всем главам хозяйств и поселений даны указания по отгону скота. Предоставлен и определенный план. Его уже отрабатывают ответственные специалисты на месте. В Ленске тоже определены участки для отгона скота. Это в микрорайоне Чанчик и Северный. Имеется в районе и необходимый запас взрывчатых веществ на случай, если произойдет затор. Также хотелось бы отметить, что Ленским отделением МТС заключен контракт с фирмой «Удача» якутская на проведение взрывных работ. Ленским отделением МТС подготовлен запас взрывчатых веществ. Компания ООО «Моздортранс» определен автомобили, которые будут вывозить этот взрывчатые материалы. Определены участки посадки вертолетов, как в муниципальных образованиях определены участки, так и у нас определены участки. Проведены плановые работы на гидротехническом сооружении дамба. Готова к работе система оповещения. В прошлый раз она дала сбой в некоторых населенных пунктах, но после проведения специалистами ремонта она полностью готова к эксплуатации. Проведены ремонтные работы, восстановительные работы по обеспечению работоспособности системы экстренного оповещения населения. Во всех населенных пунктах, где она установлена, она в рабочем состоянии. Были проведены плановые проверки и также проверки после проведения ремонтных работ. То есть в настоящее время система экстренного оповещения и региональная система оповещения, она у нас в работе. За прохождением ледохода ленчанам можно будет следить онлайн. Камеры установлены, как и в предыдущие годы, на улице Набережной в городе и по одной в поселках Витим и Пеледуй. Сегодня на реке Нюэ наблюдается густой ледоход. На реке Лена в районе поселков Витим и Пеледуй река уже чистая. В городе ледоход ожидается 13 мая. У нас уровни при вскрытии в районе поста Витим были на 1,8 метров выше многолетней нормы. В районе города Ленска мы ожидаем в пределах средних значений и больших высоких уровней не ожидаем, но, конечно, образование заторов никто не отменял. Все будет зависеть от погодных условий в период вскрытия. На данный момент ситуация с прохождением весеннего половодья спокойна, но тем не менее район готов и к ЧС. Сегодня все причастные к прохождению ледохода держат руку на пульсе круглосуточно. Пока ледоход не уйдет за пределы Ленского района, межведомственная группа будет находиться здесь и контролировать паводковую ситуацию до ее завершения. Светлана Болева, Александр Ильчук, Ленск. Повышение уровня воды от 40 до 120 сантиметров за сутки наблюдается в пределах Алекминского района. На реке Алдан в верхнем течении наблюдаются закраины и подвижки льда. Вскрытие реки предварительно 13-15 мая, в нижнем течении 15 и 20 мая. На реке Амге активная фаза ледохода проходит на территории Амгинского и Чурапчинского районов. Вскрытие предполагается 16-17 мая. На території Ситницький наслік в результаті розливу річок в Синьгасатах и Ситте начинает затапливать дворовые территории. Фактически в настоящий момент затоплено 56 дворовых территорий и один дом, где проживает 182 человека, из них 62 детей. В населенном пункте Татинского района в муниципальном образовании Олбанский наслек. 7 мая образовался проран шириной 7 метров. Так, на сегодня там работы ведутся. По данным главы муниципального образования Олбанский наслек Виднокурова, на сегодня ситуация гидротехнического сооружения села Олба стабильная. В ряде центральных районов, в том числе и в Хангаласском, со вчерашнего дня открыт пожароопасный сезон. В связи с этим в Покровске состоялся смотр сил и средств, привлекаемых на тушение лесных пожаров на территории района. Участие приняли сотрудники Хангаласского лесничества, филиала «Якутлесресурс», Покровского отделения авиалесоохраны и добровольные пожарные дружины муниципальных образований. Руководители лесопожарных формирований обратились к огнеборцам с напутственными словами. Указали на ошибки прошлого сезона, а для новобранцев провели показательную прокладку минерализованной полосы. Отмечу, что пожароопасный сезон для сотрудников Покровского авиаотделения авиалесоохраны стартовал на неделю раньше, так как часть из них вылетела на помощь коллегам из Хабаровского края. На сегодняшний день уехало 20 человек в командировку для оказания помощи в Хабаровском крае. Ребята уже потушили по последним около 2 или 3 пожаров. 3 пожара
их вчера перебросили. Ну, они путешествуют по Хабаровскому краю, где загорится, там и тушат. Напомню, в республике уже зарегистрировали первые термоточки. Космический мониторинг показывает наличие возгораний в Мегино-Кангаласском, Намском, Мирнинском, Ленском районах. В Усьмайском районе возгорание зафиксировано в 5 километрах от села Ижанцы. Несмотря на запрет проведения сельхозпланов, мы подозреваем, что все же некоторые люди не выполняют требования закона и производят сельхозплан. Сегодня, исходя из этих соображений, мы вводим этот режим, и с начала ввода этого режима будем патрулировать, выявлять нарушителей. Перейдем к другим темам. На этой неделе наш регион посетил помощник президента России Максим Орешкин. Гость осмотрел ключевые объекты, которые входят в мастер-план Якутска, встретился со студентами Северо-Восточного федерального университета, а также ознакомился с разработками местных ученых. Подробности визита у Надежды Саханской. Помощник президента России Максим Орешкин посетил креативный кластер «Квартал труда» в столице республики. Ему представили проекты якутских разработчиков. Особый интерес вызвали кинопроектор «Экстра Синема» и студия анимации «Тундра Анимейшн». Один регион в России не может достигнуть успеха Чебурашки. А наш фильм собирает практически такое же количество зрителей и кассы, как первые российские киножасти. Также помощнику президента представили разработки Арктического инновационного центра. Он достаточно с интересом послушал наше выступление, заинтересовался графеном. Вот у нас, получается, идет как раз развитие в этом направлении, и наш дизайн-центр, который открылся в том году, он будет разрабатывать как раз суперконденсаторы с графеном, которые позволят понизить токи утечки и использовать их в холодных условиях в том числе. Ну а на базе точки кипения главного вуза республики Максим Орешкин встретился с активистами университета, где студенты задали ему волнующие вопросы. Не можно даже обеспечить 100% успех, к примеру, богатеть Якутска, кто наоборот. А вот уже жить там, и скорее даже выживать, уже возникают некоторые уже вопросы. Поэтому и работать там, поэтому возникают проблемы. Это очень простой, поэтому государство должно проводить такую политику, которая будет направлена на создание возможностей для развития и улучшения качества жизни. Как бы это банально не звучало. Впрочем, основным пунктом визита помощника главы государства стало совещание по реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри. Максим Орешкин отметил важность строительства Ленского моста. Проект включен в мастер-план Якутска. Определенный объем средств уже федеральных заложен на строительство этого моста. Я думаю, главный вопрос, который сейчас будет решаться, не вопрос надо или не надо строить, а вопрос в какие сроки и когда он будет реализован. Да? Чуть раньше это произойдет или чуть позже. Важно подготовиться, чтобы было понимание всех проектных решений, стоимости, как проект может реализовываться, да, и, соответственно, выносить уже на суд президента предложение делать его чуть раньше или чуть позже. План реновации 2, 4 и 17 кварталов Якутска, вместо которых будет построен новый микрорайон, также представили помощнику президента. Так, до 30 года на этой территории планируется снести 161 многоквартирный дом и построить новый микрорайон «Спортивный». На их месте появится 46 домов, 2 детских сада, 2 школы и спортивный комплекс. Безусловно, задача расселения деревянного аварийного жилого фонда – это одна из главных задач, которую мы должны в городе Якутске решить. Конечно же, 17-й квартал, так называемый 17-й квартал, там 2, 4, 17-й кварталы – это место наибольшей концентрации сегодня аварийного жилого фонда. Вместе с тем, по уже программам развития Дальнего Востока, по программам выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, через облигации Дом РФ, сейчас республика уже началась серьезная работа по комплексному развитию данных территорий. Одним из ключевых объектов мастер-плана Якутска стало строительство нового корпуса Высшей школы музыки. Стоимость объекта, согласно государственной экспертизе, составит более 1,5 миллиарда рублей. Мы проектно-сметную документацию уже утвердили, получили экспертизу. Если мы сейчас занимаем 12,6 гектаров, то там будет еще 8 гектаров земли. То есть на самом деле общая площадь наша будет 20 гектаров.
Обсуждая итоги реализации мастер-плана столицы республики, стороны отметили, что главным итогом станет значительное повышение качества жизни крупнейшего субъекта Российской Федерации. Так, в рамках президентской субсидии республике выделено около 13 миллиардов рублей. Средства направят на строительство социальных объектов и обустройство дворовых территорий. Обязательно хотим тиражировать успешный опыт, который сделан по освещению городов. У нас уже подписано концессионное соглашение «Светлое Биробиджан», «Светлая Чита», и мы надеемся, что «Светлый Якутск» последует в рамках реализации мастер-плана. Ну и, конечно, объекты спорта. Это очень важно. В Якутии хорошая спортивная школа по целому ряду дисциплин, поэтому спортивный центр, в том числе для организации Центрального парка культуры и отдыха, рассчитываем, что может быть создан по механизму дальневосточной концессии. Финальная защита мастер-плана столицы республики перед президентом России Владимиром Путиным запланирована ближе к лету этого года. Надежда Саханская, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Правительству страны и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования. Сборы граждан России, находящихся в запасе вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводится ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент страны. Между тем, граждане России, призванные на военные сборы, не будут принимать участие в специальной военной операции. Пребывающие в запасе обычно помогают регулярным войскам подготовиться к крупным учениям. В указе не прописаны никакие специальные условия сборов, а документ является типовым, таким же, как и каждый год. Отмечается, что указ главы государства в первую очередь уведомляет о том, сколько именно нужно человек призвать на сборы и сколько для этого будет выделено средств. Неиссякаемая любовь и преданность к родине, трудные военные будни и тоска по родным краям. Чувства, которые испытывают участники специальной военной операции. Об этом врач-хирург, писатель Анатолий Слепцов художественно описал в своих стихах. Далее поэтические мысли талантливого писателя напечатаны в антологии национальной поэзии. В литературном музее имени Аюнского прошла встреча с писателем и опытным врачом-хирургом. Анатолий Слепцов 2 раза в ноябре и декабре и феврале этого года был в командировке, работал хирургом эвакуационного военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Отмечу, что Слепцов известен как талантливый прозаик. Является лауреатом Всероссийской литературной премии имени Владимира Арсентьева. Проведено больше 400 перевязок и где-то полсотни операций. Ну и розыск без вести пропавших был. Мои стихи, написанные в период работы в госпитале, вошли в антологию национальной поэзии, изданную Союзом писателей России. 4 стихотворения, по-моему, было. Кроме меня еще 4 поэта вошли из нашей республики и свою лепту внесли считаю, в становление национальной поэзии. С апреля этого года военнослужащим разрешено заверять подписи на заявлениях о регистрации брака и рождении ребенка у командира воинской части или же начальника военного госпиталя. Об этом сообщили в управлении ЗАГСа. Согласно новым упрощенным правилам, если военнослужащий не имеет возможности явиться в ЗАГС для подачи совместного заявления, то может оформить волеизъявление отдельным заявлением. Напомню, в прошлом году для участников специальной военной операции в республике ввели ускоренную форму рассмотрения заявлений. По желанию жениха и невесты регистрация брака может быть назначена и в день обращения в ЗАГС.
Сегодня более 1000 детей, участников специальной военной операции, освобождены от платы за посещение детских дошкольных образовательных организаций. По линии Министерства образования и науки Республики продолжается оказание мер поддержки участникам СВО и их детям, определенных указом главы Якутии. Так, с 1 мая запись и прием документов в оздоровительные детские лагеря производится на едином портале государственных услуг. Продолжается и выплата повышенных стипендий учащимся и высших и средних профессиональных учебных заведений. Также заключаются договоры на целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств государственного бюджета республики, самих участников СВО и их детей. Поэтический сборник бойца спецоперации Анатолия Храмова, уроженца села Жиганск, презентовали в Якутске. Издание книги стало возможным при участии Министерства культуры республики. Подробнее о военном поэте в материале Галины Чекуровой. Анатолий Храмов окончил Жиганскую школу в 2011 году, а в 2015 Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Интерес к написанию стихов начался еще в школьные годы. Сам Анатолий вспоминает, что, сидя за последней партой, сочиняя короткие стихи, он бы никогда не подумал, что в будущем будет выпущена целая книга с его произведениями. На задней стороне тетрадки что-нибудь там написывал, какие-то такие веселые, интересные вещи, стихотворения. Но это было как несерьезно немножечко, я так профессионально об этом не думал, да и сейчас тоже, в принципе. Просто массово начал писать после ранения в госпитале, но у меня, получается, появилось просто больше времени. Получив ранение в зоне спецоперации, Анатолий был направлен на лечение в госпиталь, где он написал около 80 стихотворений. Все они написаны и вдохновлены военной тематикой, о боевых товарищах, о семье, которая ждет его на родине, о том, через что проходят бойцы на территории СВО. Сейчас, конечно, много темы касательно специальной военной операции в целом, но не напрямую, а больше, наверное, то, что, о чем думалось, какие мысли были. Это, например, близкие, разлука с близкими, это дети, это жены, это то, что разлука, которую нужно переждать, перебороть, верить, главное, и тогда все будет. Ну и, конечно, посвященная ребятам, с которыми вместе приходилось выполнять задачи. Наверное, вот это в первую очередь. Идея выпустить книгу была предложена министром культуры республики Юрием Куприяновым, который в очередной раз поехал в госпиталь для встречи с ранеными бойцами. Там Анатолий прочитал ему свои произведения. Всего первый тираж составил 200 книг, но автор уверен, что его стихотворения найдут отклик в сердцах людей. Там у нас был концерт такой для раненых небольшой. Ребята, пришли творческая группа, какой-то коллектив из Питера, города Пушкина. Они такие: давай, а можно мы прочитаем стихотворение? И вот они тогда прочитали перед ранеными. Я вот, конечно, это очень, чувствую очень, они под музыку все. Да не только то, что я, главное, а то, что ребята, увидел, что ребята плачут. Я так подумал, что все-таки действительно это вот дело, оказывается, нужное, оно доходит до людей. И может быть, я кому-то даже чем-то, это может кому-то близкое, кто-то себя увидит в нем, может быть, и оно может даже поможет кому-то. Сейчас Анатолий Храмов вернулся на родину в отпуск, где в честь него провели торжественную презентацию. На мероприятии представители правительства поделились своими впечатлениями от книги, а также прочитали для зрителей стихотворения Анатолия, которые нашли отклик в их сердцах. Если муж твой и брат, в руки взяв автомат, в камуфляж не спеша облачился, не спеши бить в набат, не спеши бить в набат. Он мужчина, его час случился. Если солнечным днем или ночью с дождем он рюкзак свой за спину закинет, ты скажи: подождем всей семьей, подождем. Эта книга очень нужна, это лейтенантская поэзия, это проза лейтенантская, поэтому мы должны знать правду о войне, а правда специальной военной операции. И сегодня очень много молодежи, которая сегодня услышит это, и книга сама будет рассказывать, потому что никакими историческими большими книгами это невозможно довести, а стихи это доводят прямо до сердца очень быстро. Выпущенная книга – это не просто сборник стихотворений, а возможность обычным людям понять, через что приходится проходить российским бойцам. И, как отметил автор, каждое название прочитают по-своему – «Дорогой жизни» или «Дорогой жизни». Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. 9 мая страна отметила один из самых главных праздников – День Победы. Так, в столице региона на площади Победы прошли торжественные мероприятия, посвященные памятному дню. На них работала и наш корреспондент Мария Кардашевская.
В честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне к памятнику воинов-победителей традиционно возложили цветы и почтили минутой молчания. В военно-патриотическом параде выстроились в стройные ряды служащие правоохранительных органов, якутского гарнизона, военно-патриотических клубов, воспитанники якутской кадетской школы и учащиеся школ города. В этот день на площадь пришли и те, кто в далеком 45-м принес победу советскому народу – ветераны Великой Отечественной войны. Всех участников парада поздравляю с Днем Великой Победы! Желаю успеха в работе, все силы способность отдать на дальнейшее процветание родной Якутской Республики. Ну а для тех, кто не застал военные годы, на площади представили выставку военной техники из коллекции Музея славы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Некоторые экспонаты представлены частными коллекционерами. Выставлены образцы, представляют собой образцы оружия Германии, СССР и американские образцы. Это разная коллекция, то есть часть находится в частных руках, часть находится в музее ДОСААФ, то есть собранная, вот конкретно то, что здесь представлено, это собрано, грубо говоря, сборы по нитле благодаря Соболеву Сергею Владимировичу. Практически вся техника, представленная на выставке, сделана уже в послевоенные годы, но есть и оружие, участвовавшее в Великой Отечественной войне. Например, пулемет Дегтярева 1938 года выпуска и пистолет-пулемет Шпагина 1943 года выпуска. После праздничной программы якутяне традиционно собрались в круг и исполнили священный национальный танец Огохай. К нему присоединились представители разных поколений. В Огохае участвовало более 20 запевал. Самому старшему из них, Ардархану Егору Осипову, 96 лет. Они исполнили свои авторские песни. В городе живу 7-й год. Так, как приехал, так и хожу в дом Арчи. И занимаюсь Осохой. Ну так. Сейчас Днем Победы мы начинаем Осохой. Про победу. И начинаем свои слова. Начинаем и поем. Ну а традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году вышла на новый уровень. Его провели в 3 новых форматах. Желающие поместили фотографии своих героев на стеклах автомобилей. Кто-то напечатал фотографию на своей одежде, а задействованные в работе 9 мая сотрудники смогли носить в этот день бейджи с портретами своих героев. 4-й формат, который уже стал уже традиционным, это онлайн-шествие. Вот в этом году это будет на сайте polkrf.ru. Там будет можно добавить фотографии своего героя, и оно выйдет на сайте. Череда праздничных мероприятий традиционно завершилась салютом. Для якутян празднование Дня Победы – это не просто праздник. В первую очередь, это дань уважения героическому подвигу наших предков. Тех, кто ценой своей жизни принес великую победу. И в этот день народ Якутии объединяется вокруг исторического события, показывает свою сплоченность и патриотический дух. Мария Кардашевская, Виктор Дечковский, Лилия Уваровская, Георгий Григорьев. Якутия день за днем. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. 12 мая ежегодно отмечается Международный день медицинской сестры. Как правило, медсестры – это самая многочисленная часть работников здравоохранения. Значительная доля услуг оказывается именно сестринским персоналом. По Мирнинскому району сегодня трудятся более 300 работников сестринского дела. С трудовой деятельностью одной из них ознакомилась и наша коллега. Мир так устроен, что некоторые профессии вымирают и их заменяют компьютеры или машины. Однако есть и специальности, которые всегда были и всегда будут. Конечно же, мы говорим о медсестрах. Аюна Дабаева окончила в 1995 году медицинское училище в Улан-Удэ. С тех самых пор она навсегда связала свою жизнь с медициной. Я начала работать в республиканском госпитале инвалидов.
в хирургическом отделении. Мое начало было в хирургическом отделении. Но в 2000 году я переехала в город Мирный, Республика Саха-Якутия, которую я безумно люблю. Вот с 2000 года я работаю в Мирнинской центральной больнице. Аюна 28 лет назад пришла в медицину. И несмотря на трудности, большую занятость, она любит свое дело и о ее самых лучших сторонах всегда рассказывает тем, кому завтра предстоит выбрать для себя профессию. Всегда, как говорится, без нее мне скучно. Как говорится, работник, который любит свою работу, он всегда придет на свою работу и в выходной, и в праздничный. Поэтому я действительно люблю и уважаю людей, которые работают в медицине. В ковидные времена, вот как раз я работала в ковидной бригаде. Выезжали, да. По первости это было очень трудно. У нас тогда не было ни суббот, ни воскресенья, мы работали каждый день. В Мирнинской центральной районной больнице медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию. Во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. На данный период у нас трудится 348 среднего медперсонала по району этой цифры. Вот, то есть это Светлый, Чернышевский, Орлах, Алмазный. Ну, условия труда у нас нормальные, хорошие. Вот, сейчас у нас много поступает оборудования медицинского, дорогостоящего, на котором тоже нужно трудиться, работать. Все обучаются, проходят повышение квалификации. Вот. У нас много медсестер среднего персонала проходит профпереподготовку, аккредитацию. Ну, то есть все, что в учебном плане заложено, у нас сестринский персонал весь обучается. Уход за больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой задачей. Эти люди бесспорно заслужили свой собственный праздник. И есть день, когда мы все можем высказать им благодарность. Ведь ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Анна Васильева, Якутия, день за днем. В конце апреля у дорожных служб закончился осенне-зимний период обслуживания автодорог. И сразу же начался весенне-летний. Какие работы выполняют в это время на дорогах Якутии, узнал Александр Хавренко. После долгой зимы все требует обновления, в том числе и дороги. С начала мая дорожники переходят на весенне-летнее обслуживание автодорог. Обновляют разметку, моют ограждения, заделывают трещины. В ведении Упрдорвилюй находится более 3000 километров автодорог, и все они после зимы нуждаются в обновлении. Основная наша задача – обеспечить безопасный, комфортный проезд по сети федеральных дорог нашей республики. Очистка покрытия, уборка мусора, заливка трещин, выполнение ямочного ремонта, нанесение горизонтальной разметки, а также мойка дорожного ограждения и дорожных знаков. В первую очередь на дороге при помощи горячего битума заделываются трещины. Делается это в первую очередь для того, чтобы дорожное полотно было более ровным, а во-вторых, чтобы через эти трещины под дорожное полотно не попала вода и не размывала грунт. С 1 мая мы начали работу, и у нас 90 километров. Вот все 90 километров мы должны закончить до 15 мая ориентировочно. Перед началом работ продувается воздухом все трещины, а потом обрабатывается вот этим битумом. Также важно очистить от грязи и пыли дорожные знаки и мостовые ограждения и обновить дорожную разметку. И наносится дорожная краска разметочная «Спринт». Это производство Белоруссии. Потом за ней сразу же под давлением наносятся микростеклошарики для световозвращения в темное время суток. Также дорожники следят за паводковой обстановкой. На особо опасных участках, где есть вероятность подъема воды и размыва дорожного полотна, в период паводка ведется круглосуточное дежурство и заготовлены материалы для предотвращения и быстрого восстановления дороги в случае ее размыва. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.
Тем временем ГИБДД в Нерюнгри проверяет состояние улично-дорожной сети. Мониторинг дорог ведется круглый год, и, согласно статистике, неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия является причиной трети всех дорожно-транспортных происшествий. Продолжит Ирина Жданова. По требованиям ГОСТа проезжая часть должна быть без ям, с ровным асфальтобетонным покрытием. На практике же дело обстоит иначе. С наступлением летнего периода в начале мая сотрудники госавтоинспекции проводят осмотр улично-дорожной сети. Выявляют недостатки, такие как выбоины, просадки, несвоевременное нанесение дорожной разметки, потеря дорожных знаков. Если данные недостатки не будут устранены в течение месяца, в отношении организаций, владеющих данными дорогами, будет назначено проведение проверки. В рамках данной проверки собственник дорог будет привлечен к административной ответственности. Замеры фиксации производятся с помощью специальной дорожной рейки. Затем данные отправляются в эксплуатирующую организацию для устранения недостатков. На ямы дается 7 дней. На горизонтальную дорожную разметку и пешеходные переходы – 30 суток. В этом году у нас заканчивается уже контрактная процедура 10 мая, по которому будут определены подрядчики, которые будут у нас в этом году делать наши замечательные дороги. В принципе, мы понимаем, что это будет совсем другой метод. Это будет метод вырезки фрезой и инфракрасным излучением разогрев ямки и заполнения новым асфальтным покрытием. Этот метод зарекомендовал себя хорошо в поселке Чурман, Беркакит, то есть эти латки держатся на протяжении 2-3 лет. Таким методом мы пойдем. Сейчас после оттайки, я думаю, что до ближайшие уже 2 недели начнется работа. Жалобы на состояние дорог от жителей города поступают в летний и зимний период. Все они отрабатываются, так как и дорожные, и коммунальные службы заинтересованы в том, чтобы улицы были в надлежащем состоянии. Ведь недостатки в содержании дорог могут стать причиной аварий, нанести вред как автомобилям, так и жизни и здоровью участникам дорожного движения. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В конце апреля в рамках Года труда, объявленного в Якутии, глава региона Айсан Николаев наградил лучших тружеников премии «Человек труда». Одним из них, обладателей этой высокой награды, стал Серикбай Кусаибаев, дорожный мастер акционерной компании «Железные дороги Якутии», в которой на благо республики трудятся и гордятся этим около 1500 человек. С передовиками производства познакомился и Руслан Павлов. Машинист тепловоза акционерной компании «Железные дороги Якутии» Терентий Карманов в прошлом году сопроводил 60 составов с грузами и пассажирами, что составило на техническом языке сферы транспорта 43,5 миллиона тонн и километров брутто. В этом году Терентий надеется, что показатели будут выше, ведь компания ежегодно наращивает объемы перевозок. Терентий считает себя счастливым человеком, потому что у него есть любимая работа, перспективы профессионального роста и личностного развития. Якутия мне предоставила такую хорошую возможность работать в компании «Железные дороги Якутии», которой имеется стабильный достаток, имеется много перспектив в дальнейшем повышения квалификации, также имеется карьерный рост и возможности процветать и жить на родной земле. ЖДЯ – социально ориентированная компания, которая строит социальные объекты и жилые дома по программе переселения из аварийного жилфонда. В этом году компания планирует увеличить количество построенных многоквартирных домов. В 2022 году акционерная компания «Железные дороги Якутии» сдала 6 многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Из них 1 дом в городе Алдане, 4 дома в городе Тамоти и 1 дом в селе Якакит. До конца текущего года перед нами стоят задачи сдать еще 10 домов, преимущественно в городе Тамоти. Вкладывая силы и средства в развитие Алданского района и региона в целом, компания получает отклик за свою работу. 28 апреля состоялось торжественное вручение премии главы республики «Человек труда», приуроченную к Году труда в Якутии. Среди 50 самых лучших тружеников республики обладателем этой высокой награды стал Серикбай Кусаибаев, дорожный мастер акционерной компании «Железные дороги Якутии». Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Ленске в Центре дополнительного образования проводят необычные уроки в полной темноте. Педагог Маргарита Шишерина учит детей танцам с элементами светового шоу. На одном из занятий побывала и наша съемочная группа.
Кружок светового шоу – одно из востребованных направлений работы дополнительного образования. Репетиции, проводимые в преддверии очередного городского праздника, на которых побывала наша съемочная группа, очень впечатляют. В темноте просторного актового зала было четко видно, как красиво под музыку мелькают разными цветами огни. Управлять светом надо еще поучиться, и это очень непросто. Судя по тому, что у опытных ребят во время тренировки возникали небольшие заминки. На точку одного элемента у многих учеников уходит не по одному занятию, а некоторым достаточно и пары часов. Сегодня занятия посещают 35 человек, среди них и дети, и работающая молодежь. Основное направление здесь именно в СРГ у нас поинг. То есть это шарики как раз таки, да, для кручения. Все это безопасно, все это очень легкие, очень простые, но учиться достаточно сложно. То есть не каждый, наверное, сможет освоить данную программу. То есть все-таки нужно быть таким достаточно стрессоустойчивым, очень упорным. Это требует, как в рукоделии, да, усидчивости. И здесь также. Здесь надо прямо долго-долго, да, то есть заниматься. Александр Давлятшин увлекается световым шоу уже 4 года. Молодой человек в совершенстве владеет специальным оборудованием. Все его номера получаются яркими, красочными и необычными. Это довольно-таки интересно, это заманчиво. Одно дело свет и огонь, да, это немного два разных понятия, потому что со светом красиво, спокойно, легко, с огнем жарко, страшно. И действительно опасно. Но когда ты крутишь будь то свет, то будь то огонь, ты вкладываешь душу, ты выплескиваешь все эмоции, будь то положительные или негативные, ты после выступления ты реально отдохнувший, ты заряжен новой энергией, ты готов бомбить, идти делать что-то дальше. Ольга Вертинская – работающая молодежь. Она тоже увлекается световым шоу. Девушка научилась уже многим трюкам. Признается, что каждый раз получает от тренировок приятные впечатления. Но хочется больше выступлений и практики. Сегодня Ольга работает с веерами, стафом и огнем. Я, когда первый раз увидела Fire в исполнении Марго, мне очень понравилось. Я загорелась этой идеей около 2 лет. Я просто ходила и такая, ну как это? Хочу попробовать, и все. И в сентябре она начала набор молодых и неопытных, так сказать. Я напросилась и не пожалела ни разу. Со световым и огненным шоу ребята участвуют во всех городских и районных мероприятиях. Их часто приглашают линчане, молодожены и выпускники на свои торжества, чтобы удивить гостей эффектным шоу. Сегодня коллектив готовится к очередному выступлению, которое состоится уже 27 мая. Светлана Балеева, Александр Рычук, Ленск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Государственный академический русский драматический театр имени Александра Пушкина является старейшим театром на Дальнем Востоке. 10 мая этого года театр отмечает свое 132-летие. Подробнее в следующем материале. Долгое время русский театр считался достаточно молодым культурным учреждением, но историками были найдены документы, датированные 1891 годом с упоминанием деятельности театра. Так, за 132 года работы в учреждении было поставлено около 700 спектаклей. Главный режиссер отмечает, что театр колоритен тем, что ставит спектакли, героями которых являются известные в Якутии имена. Очень интересный момент, что завтра мы играем спектакль «Созвездие Марии». Это, несмотря на то, что давно он у нас уже в репертуаре, это уникальный спектакль. В чем его уникальность? То, что он написан специально для нашего театра и написан как раз про исторические события, которые проходили в Якутске, что команда Беринга создавала здесь дюпель-шлюпы, собирали и формировали команды гардемаринов якутских. Как бы, кто не видел из зрителей, я думаю, это будет интересно. Уже 45 лет Эдвардо Скупшес служит русскому театру в Якутске. Стоит отметить, что актер начал свою карьеру в Литве. По словам Эдвардоса, приехал он в республику совсем молодым и всего на год. Но русский театр решил его не отпускать. Первый был, где я учился и работал там, по невежеству в Литве, там 9-10 лет там, потом 2 года в Уссурийске, и вот... Остальное все здесь, в этом доме. Это уже дом, это образ жизни. Очень многие приходили.
Но год поработал и исчез. Так как я планировал, а остался на все время, на всю жизнь, считай. И также, когда приходят молодые. Если он наш, то он здесь и остается. И вот вся труппа, те, которые остались, и которые, конечно, замена нам уже будет. Но вот такой организм странный очень. Чужих не принимаем. Вместе с Эдвардосом Купшисом в течение 18 лет театру служит Илья Данилевский. Один из тех, кто является костяком актерской труппы. Илья убежден, что нашел свою нишу именно в театральной сфере. Я учился на бухгалтерском отделении, отучился почти первый курс и в какой-то момент просто осознал, что я не могу. Физически не могу здесь находиться и отчислился с этого университета. И потом, увидев объявление о наборе в театральную студию, я решил попробовать, пришел, меня взяли, и вот с тех пор моя жизнь очень тесно связана с театром. Огромное удовольствие я получаю от работы на сцене, и многие говорят, что у нас вот здесь на севере менталитет немного такой зажатый, и мы все очень скромные люди, но на самом деле, когда ты работаешь перед нашим зрителем якутским, я этого не чувствую абсолютно, и даже те люди, которые приезжают с центральных городов, говорят, что зритель один из лучших у нас в городе, потому что он такой теплый, такой искренний, и столько тепла и любви он отдает нам. Актер же получает, он отдает и получает. И вот эта вот связь между зрителем и артистом, она очень важна. 132-й сезон будет закрыт после премьеры спектакля «Женитьба Фигаро», режиссером которого выступит заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш, который прилетит 15 мая и сразу же приступит к подготовке спектакля. С 23 по 25 июня гости и жители столицы смогут воочию посетить данную постановку. 133-й сезон начнется в сентябре текущего года. Галина Чкурова, Павел Пахомов, Якутск. Якутские спортсмены готовятся к началу футбольного сезона. С прошлого года команда из республики принимает участие в играх юношеской футбольной лиги. В этом году в соревнованиях примут участие сразу 2 команды – 7 и 8 годов рождения. Сейчас у ребят идут активные тренировки перед первой игрой, которая состоится уже 14 мая. На футбольном поле побывал и мой коллега Александр Хавренко. Большой футбол в республике возрождается. С прошлого года юные футболисты из Якутии принимают участие в дальневосточном дивизионе юношеской футбольной лиги. В этом году первая игра назначена на 14 мая в Находке против Океана. Сейчас у юных футболистов идут последние приготовления и тренировки. Подготовка в этом году более-менее нормально. Вот недавно буквально съездили на сборы, то есть провели турне по Дальнему Востоку. Изначально 6 дней провели сборы в город Нервингри, потом оттуда направились в город Хабаровск. В Хабаровске отыграли 2 игры с командой СКА Хабаровск 2007 год и СКА 2005-2004 год. Потом поехали в город Уссурийск, там провели турнир. В прошлом году команда Якутии выступила не очень хорошо, но главное – это опыт и работа над допущенными ошибками. Подготовка идет ходом. Мы уже набираем пиковую форму. Хорошо отыграли на сборах против Уссурийска, Находки. Но в целом уже готовы к сезону. В этом на оборону в целом настроились. В том году была не очень хорошая оборона, в этом мы ее потянули. Ну вот, на соревнования мы летали в Уссурийск. Там мы хорошо отыграли, так что мы готовы. 28 мая наши футболисты будут принимать первых гостей – команду СКА на домашнем поле. И очень надеются на заполненные трибуны и помощь болельщиков. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Для поддержания здоровья жителей республики, привлечения к регулярным занятиям физической культурой начались традиционные утренние зарядки. 11 мая торжественный старт был дан на площади Победы. К любителям утренней активности присоединилась Полина Долинская. О пользе утренней зарядки известно давно. Специалисты отмечают, что она оказывает комплексное воздействие на организм, активирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, заряжает энергией на весь день. И многие, кто уже успел почувствовать на себе благотворное влияние зарядки, стали большими поклонниками спортивного образа жизни. И с каждым годом единомышленников становится все больше.
Но это помогает людям, люди собираются, людям помогает. И целый день появляется хорошее настроение. Ну, все знают, что движение – это жизнь. Каждым годом людей становится все больше. Мы в прошлом году тоже снимали, до этого тоже снимали, поэтому все видно. По отчетам тоже видно, что люди уже понимают, что это помогает, поэтому их больше и больше становится. Холодное обливание, скандинавская ходьба, утренняя физкультура, ежедневные ритуалы Ираиды Им. Физическая активность жизни нашей героини появилась еще в студенческие годы. И вот уже более 50 лет она не изменяет своим привычкам. Наверное, когда я в ЕГУ училась, в университете я училась 69 по 74 год, там у нас физкультура была. Еще юный стадион еще не загороженный был. Мы еще на лыжах до Сергеляха зачеты сдавали. С тех пор. А потом в ЮГУ единственный лагерь был, да? ЮГУ спортивный лагерь под Чучурмураном был, палатка. Мы там жили, и Юрий Винокуров, молодой преподаватель, был. Единственный ЮГУ лагерь. С тех пор спорт в моей жизни. То, с чего начинается наше пробуждение – открытие глаз, поворот головы – все это движение. А как известно, движение – это жизнь, считает Владимир Индигирский. И чем раньше он появится в жизни каждого, тем лучше. Также Владимир отмечает, что необходимо начинать с семьи, и родитель должен быть хорошим примером для своего ребенка. Она очень у нас продуктивная. Дело в том, что мне кажется, что это все зависит от семьи. Если папа, если мама очень хотят, чтобы их ребенок был здоровый, а следовательно, семья была здоровая, они показывают пример от того, что даже говорят о том, что перед ужином: ну-ка, мальчик мой, завтра давай-ка мы встанем с тобой. И уже начинается какая-то мотивация, и потихонечку втягивается все. Так что все только начинается. А у студентов педагогического института этим утром первой парой была физкультура. Поэтому они с удовольствием провели занятия на открытом воздухе. Несмотря на ранний подъем, явка была 100%. Сейчас достаточно модно заниматься спортом, потому что нынешняя молодежь, она стремится поддерживать здоровый образ жизни. Спорт влияет на то, чтобы собраться, стать намного сильнее, быть упорным и целеустремленным. Начни утро с победы над собой. Под таким девизом был дан старт массовым занятиям физкультурой на всех площадях республики. В столице региона тренировка символично прошла на площади Победы, в которой приняли участие более 140 человек. Пенсионеры, студенты и все любители здорового образа жизни. Полина Долинская, Иван Сорокаумов, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.